я хочу обратиться вот с помощью вас, журналистов, к главе государства, главе нашей страны. 22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмаз Шаршенычем, неоднократно и сам, и с семьей был у нас дома, говорил теплые слова, говорил о преданности и дружбе. Но я понимаю, что это теперь все растоптано. Все наше человеческое отношение к нему, все его заверения в дружбе, вся его речь на инаугурации о преданности, о дружбе и о продолжении дел хороших, что начато было Алмазбек Шаршенычем. Вы поймите, это все уже, видимо, остается в прошлом. Также я ему хотела бы сказать, то, что он сейчас творит, сейчас с нашей семьей, с народом нашим, со своими бывшими соратниками, это уже бывшие соратники, с теми, с кем он ходил рядом. Пусть он задумается, как он вообще будет выглядеть в глазах своего народа, в глазах современников нынешних и, самое главное, в глазах будущего поколения Кыргызстана. Ведь мы прекрасно знаем, что правители прошлого никогда не преследовали жен своих противников, не преследовали их детей, их семьи, потому что это было ниже их достоинства. У нас в стране это все наоборот. И я еще хотела бы сказать, вообще, не окажется ли вот такая ситуация выгодна для его репутации? Выгодно ли для его репутации как главы государства то, что сейчас он творит? Выгодна ли она сейчас вот для народа Кыргызстана и для всего мирового сообщества? И самое главное, в исторической перспективе. Каким правителем он собирается остаться для будущих поколений? Это все решать ему самому.